В 2015 году я поехал в магистратуру на факультет английской лингвистики, отделение английской лингвистики в университете Регенсбурга. И, проучившись, закончив магистратуру уже за 2,5 года, я потом решил дальше оставаться на PhD, докторантуру. И у меня был выбор взять, мне нужно было подобрать какой-то проект интересный, который будет подходить специфике нашего отделения английской лингвистики. У нас занимается кафедра больше вариациями английского языка во всем мире. То есть, если обычно принято считать, что это есть американский английский, австралийский, британский и так далее, на самом деле их намного больше. Есть разные виды африканского английского, там сингапурский английский, китайский, корейский. И как раз таки немецкие лингвисты, английские лингвисты в Германии как раз таки славятся тем, что они уделяют равное внимание не только классическим вариантам английского языка, да, которые мы привыкли знать, там, канадский, британский и так далее, но и все остальные тоже рассматривают. И мой профессор, мой научный руководитель, он как раз таки известен, он очень большой имя в мире английской лингвистики за счет того, что он разработал как раз таки модель Post-Colonial English, то есть английский, который, как он эволюционировал в постколониальных странах, то есть вот эти бывшие страны британской Великобритании, британские бывшие колонии. И поэтому, когда я выбирал проект, я тоже решил связать, во-первых, что-то с родными языками здесь, в России, потому что у нас за границей часто воспринимают Россию как какое-то такое единое целое. И когда мне задают вопрос, например, что у вас там, как в России, я говорю, а где в России? Потому что все регионы разные, а люди это просто не понимают. И когда вот я говорю, что, например, там есть Татарстан, что вот у нас есть разные регионы, в Башкортостане есть тюркские народы, есть финно-угорские, Мария, Удмуртия, Мордовия и так далее, люди этого просто не знают многие. То есть для них это просто Россия вот как что-то одно. И поэтому мне хотелось тоже какую-то научную общественность международную в моей сфере, понятно, привлечь, как-то обратить внимание на то, что есть, что Россия это очень такая diversive и, как сказать, то есть у нас присутствует культурное и языковое разнообразие, и чтобы поднять тоже при этом ценность, наверное, роль вот этих языков народности коренных, потому что каждая работа такая, она привносит вклад, потому что, условно, если кто-то следующий будет делать аналогичную работу или что-то связанное, им будет на что ссылаться уже, потому что будет какая-то база, на что можно будет опираться в будущем в англоязычной именно литературе. Потому что мне сейчас приходится это все с нуля делать, такой работы не было раньше нигде. И я вот связывался еще с Зоей Прошиной, есть профессор тоже в Московском университете, который является одним из ведущих английских лингвистов России. Она тоже очень так одобрила эту работу, сказала, что молодец, что взял. Тоже она говорит, я предлагала докторантам, своим аспирантам здесь в России заниматься этим вопросом, и не берут, потому что считают, что неподъемная работа, потому что это очень тщательно нужно делать фонетический анализ. И это очень... Вот сейчас я собираюсь, сейчас еду по нескольким регионам. Вот я приехал в Башкортостан сейчас, чтобы собрать респондентов, которые владеет одновременно как башкирским, так и английским языком. И после этого я буду то есть они должны прочитать небольшой отрывок все на диктофон, то есть должны быть соблюдены определенные технические условия для всех, поэтому это нельзя делать онлайн. И мне сейчас так совпало еще, что ковид, и я ждал полгода, потому что я должен приехать весной сначала, ждал полгода, и сейчас понимаю, что если я сейчас это не сделаю быстренько, то ситуация вроде как ухудшается, потом мне придется еще полгода ждать. Почему в качестве одной из основных сопоставительных баз вы выбрали именно башкирский язык? Потому что я был уверен, что здесь я найду как раз таки респондентов, которые владеют и башкирским, и английским языком, потому что я знаю, что у вас в регионе достаточно много внимания уделяется развитию языка, культуры, и я знаю, что для многих людей язык обычно в таких ситуациях, потому что в англоязычном мире тоже эта проблема существует, английский язык считается как киллер, убивает какие-то там коренные языки, например, в Новой Зеландии есть маори, и у них язык сохраняется за счет того, что язык является языком национальной идентичности, то есть они гордятся этим, они поддерживают. И я знаю, что у вас тоже эта ситуация аналогично присутствует, я был уверен, что я здесь как раз-таки найду носителей языка башкирского и английского, да, кто хорошо говорит. Это, во-первых. Во-вторых, башкирская фонология очень сильно схожа с английской, то есть там намного больше звуков похожих, если даже сравнивать там с русским, даже вот с татарским, хотя они родственные языки. В башкирском есть звуки the, которые являются основным, наверное, маркером русского акцента, да, когда начинают where is this, how do you think this is и так далее. И вот я вчера, например, опросил 17 респондентов, и вот я, что потом после обратил внимание уже, что я так промотал назад, и такой, слушай, они тоже не зэкал. То есть все говорили эти звуки четко, и это тоже было интересно посмотреть, как это будет проявляться, этот лингвистический аспект уже. Угу. А вы именно фонетический аспект? Да, у меня потому что называется тема английские, если переводить, английские ненативные акценты в России, влияние коренных языков, наверное. Как вы в целом оцениваете
способности языковые именно башкирского, носителей башкирского языка? Я думаю, что вот если учитывать этот компонент схожести фонологии двух языков, это могло бы, наверное, очень сильно помочь людям, владеющим башкирским языком, при овладении вот этой произношением английского языка, особенно на начальном этапе, потому что если это брать через русский образовательный стандарт, который у нас во всей стране присутствует, к сожалению, этот региональный компонент не учитывается часто. То есть некоторые учителя персонально добавляют это и объясняют, что вот есть, например, звук там есть да, как в языке у вас присутствует. А есть люди, которые этого не делают, они учат так, вот как их учили в педуниверситете, например. Потому что нет методичек, каких-то рекомендаций по этому вопросу. Вот если это добавить, это очень сильно поможет. Мне кажется, чтобы человек изначально уже звучал близко к к нативным акцентам. И на каком языке ваша работа будет? На английском. А переводить не планируете? Вообще не планировал, потому что, в принципе, сейчас, мне кажется, идет тенденция, что английский становится такой лингва франка в академической сфере во всем мире, и поэтому, например, у меня братишка, он микробиолог, и он уже закончил докторантуру, и все работы, которые он делал, еще находясь в России, они были уже на английском языке изначально. Может быть, это зависит еще от сферы, и при желании перевести можно, если будет запрос какой-то на это условно, какого-то сообщества, например, что нам хотелось бы так-то, так-то, но в целом такой необходимости нет, потому что обычно люди, которые занимаются вопросом английской лингвистики, на английском без проблем все читают, во-первых. Во-вторых, результаты сослаться можно, не обязательно должна быть работа переведена, чтобы ссылаться на нее на русском языке, например. Потому что, условно, если кто-то будет писать что-то на русском, они могут сказать, что вот была работа на английском языке там-то, там-то, и просто, обобщить информацию, которая там была дана. И вот моя цель как раз-таки очень мало информации на английском языке, потому что во время, когда я буду делать эту работу, уже позже теоретическую часть, и писать диссертацию, я же буду не просто разбирать, делать фонологический анализ респондентов их речи, я буду писать очень большую теоретическую часть по ситуации языковой в регионе. То есть это социолингвистические все факторы, это языковая политика, это отношение людей к языку. Но понятно, что я это сейчас буду не сам исследовать, а я буду ссылаться, опираться на то, что уже есть. И я буду это все обобщать и писать на английском языке, потому что все это пока имеется только на русском языке. И в этом главная для меня сложность. То есть я не уверен, есть ли какие-то работы по фонологии на английском языке. Буду искать, если найду, хорошо, если найду, то придется самому это все потом переводить, потому что лингвистика в России опирается на кириллицу. И даже проблема бывает, что у тебя вся фонетическая система расписана, понятно, что она изучена, башкирская фонология, но она транскрибирована в символы кириллицу, а мне нужно, чтобы это было на латинице. И я не могу это нельзя вот так просто к на к там перевести. Надо смотреть по звукам, особенно в гласных. Там бывает по-разному люди обозначают одно и то же, и может возникнуть путаница. И чтобы не было этого, мне нужно будет переводить, есть международный фонетический алфавит, в котором мне нужно будет это все перевести грамотно. И если уже есть такая работа сделана, это мне облегчит в разы задачу. Если нет, придется самому делать, но потом тот, кто будет в будущем уже искать подобное, у него уже будет на что опираться. И вы еще сказали, что одной из целей вот этого сопоставительного анализа как раз таки является распространение информации о таком языке, как башкирский, среди европейских лингвистов. Как вы вообще в целом сейчас оцениваете насыщенность информации относительно нашего языка родного в среде немецких, европейских лингвистов? Среднестатистический лингвист знает ли он о существовании такого языка? Нет, в большинстве случаев нет. Обычно знают только те, кто занимается славистикой. У нас, например, в университете нет отделения тюркологии, но есть отделение славистики. И они, конечно же, все в курсе языковой ситуации в России, просто потому что они занимаются этим регионом. На отделении английских, например, не знали об этом. То есть часто бывает путают какие-то, они не знают даже географическое расположение там регионов, условно Казахстан, что это, например, отдельная страна, или какие-то такие вещи могут не разбираться. То есть они знают, что где-то вот там на востоке и так далее. Поэтому хочется, чтобы больше было об этом. Я знаю, что в Германии, например, есть очень активные там, вообще в европейских странах я встречал, и в Эстонии мы встречали, в Германии, в Чехии тоже было диаспоры башкирские, они часто там бывают объединены, татаро-башкирские, и они, я знаю, стараются проводить какие-то там культурные встречи, вечера и так далее, чтобы продвигать культуру, но, к сожалению, пока особенно в научной среде этого нету, и хотелось бы, чем больше будет работ
тем будет лучше, мне кажется. И это повысит ценность языка в том числе, потому что чем больше научных работ связанных с башкирским языком присутствует в сфере лингвистики, тем это автоматически увеличивает. Это значит, что язык важен кому-то, и значит, что есть ценность, раз этим занимаются.